Махриеву 10 лет. Всего месяц назад он начал в своей школе заниматься программированием роботехники. В этом деле необходимо желание и усидчивость, чего у Ислама хоть отбавляй. Участвовать в таком турнире для него настоящая удача, потому он очень старается проявить свои знания и навык. Я сейчас программирую робота на несколько задач. Чтобы он ехал по линии до перекрестка, чтобы он ехал задним ходом по линии, чтобы он ждал секунды и ехал, секунды подождал и поехал. Региональный этап чемпионата Junior Skills 2017 проходит в Ингушетии впервые. В состязаниях ума свои навыки демонстрируют как школьники из Назрановской гимназии и Сунжинского лицея, так и дети, обучающиеся в самом центре реновации. Сегодня им предстоит проявить свои знания в двух видах состязаний – электроники и роботехники. Это именно те направления, которым дети отдают больше предпочтения. Научился многому. Научился самое простое – паять. Научился программировать, научился уже даже отличать детали друг от друга, научился читать маркировки. Все, что нужно для радиолюбителя. Не знаю точно, хочу кем стать, хочу программистом стать. Также это как бы мое хобби. Болеют за юных изобретателей и родителей, которые со стороны наблюдают за соревновательным процессом. Тамерлан Беков уже 2 месяца радуется успехам сына в Центре молодежного инновационного творчества. Иса за это время научился основным азам моделирования и проектирования. Отец надеется, что это обязательно пригодится ему в жизни. Мы хотим, в принципе, видеть в наших детях будущих ученых, конструкторов, инженеров хороших. А тут это дается основа всему этому, как говорится. Прекрасная возможность для развития ребенка. Когда мы узнали, мы без всяких раздумий решили сюда ребенка привозить. Я еженедельно по 2 раза сюда привожу и не жалею. Когда вы увидите, с какими искрами в глазах дети здесь занимаются, это просто удивительно. Иса в свои 8 лет точно знает, чего хочет. Мальчик с легкостью умеет задавать своему роботу нужные программы, а результат не заставляет себя долго ждать. Он очень мне нравится, потому что он все умеет. Разные программы запрограммировал, он все делает, что захочет. Всего в Центре реновации обучаются 120 детей в возрасте от 8 до 17 лет. И, как признаются эксперты Центра, у каждого из этих ребят есть талант и, самое главное, они хотят учиться. А региональный чемпионат Junior Skills только подстегивает азарт и желание развиваться. В последнее время мы начали производство монтажных плат, электронных схем. И дети начали работу непосредственно с электронными схемами и собирать электронные устройства методом монтажа радиоэлементов. Справляются они на ура, результат налицо, буквально пару занятий, уже дети освоены и в схемах. То есть каждый ребенок, по сути, может собрать свое устройство с нуля. Центр, открытый в Назране, стал первым не только в Ингушетии, но и среди других республик СКФО. Основная цель проекта – воспитание технического поколения и обеспечение занятости детей и молодежи, развитие системы научно-технического просвещения, привлечение молодежи к изучению наукоемких технологий. А проведение чемпионата в нашей республике волнительно не только для учащихся, но и для руководства Центра. Вообще подобные чемпионаты очень важны, потому что они популяризируют эти инновационные образовательные технологии. И дети, которые проходят обучение на базе нашего центра, имеют прекрасную возможность нарастить свой портфолио. В момент поступления в вуз, в любой технический вуз, у них есть прекрасная возможность повысить уровень своей конкурентоспособности, поскольку дети обладают уже огромным количеством компетенций по программированию, по электронике, по проектированию электронных схем, по программированию микроконтроллера. Подведение итогов регионального этапа чемпионата Junior Skills и награждение победителя пройдет 6 марта, а пока у детей есть время побороться за призовые места. И, возможно, в будущем кто-то из них станет известным изобретателем. Светлана Томова, Магомед Урусханов. Новости 24.